2011 году, 11 марта, в Японии произошло землетрясение, за которым последовала серьезная утечка радиации на атомной электростанции в префектуре Фукусима, из-за чего это место стало широко известным. Однако сегодняшняя история не связана с ядерной аварией, а касается одной загадочной смерти, произошедшей в Фукусима. 28 февраля 1989 года в одной начальной школе в Тамура, префектура Фукусима, Япония, 23-летняя учительница завершила рабочий день в 6 часов вечера. После выхода из учебного корпуса она пошла пешком в общежитие для сотрудников, расположенное неподалеку. В то время стояла холодная зимняя погода, и дневной свет уже полностью исчез. Вернувшись в общежитие, она собралась воспользоваться туалетом в своей комнате. Общежитие для сотрудников здесь было устроено так, что у каждого была отдельная комната, и в каждой комнате имелся собственный туалет. Поэтому туалетом в своей комнате обычно пользовалась только она. В те времена условия в сельской местности и в горных районах Японии еще не были полностью развиты. Канализационная система не была централизованной, использовались отдельные септики. Туалет в виде приседающего типа был сконструирован так, что платформа для приседания располагалась прямо над выгребной ямой. Под платформой находилась изогнутая труба в форме буквы «У», один конец которой соединялся со сливным отверстием, а другой выходил в систему сточных вод. Сточные воды выводились наружу и время от времени устанавливали оборудование для откачки отходов из выгребной ямы. Перед тем, как воспользоваться туалетом, она обычно смотрела в унитаз, чтобы проверить, нет ли там чего-то необычного. На этот раз она разглядела неясно какой-то предмет, похожий на туфлю. Ощущая тревогу, она решила выйти на улицу, открыть крышку сливного люка, чтобы проверить все более тщательно. Посмотрев внутрь, она в ужасе обнаружила человеческую ногу. В ужасе она закричала, побежала и стала звать на помощь коллег. Ужасающая сцена так потрясла ее, что она не осмелилась подойти к этому месту снова. Через некоторое время директор и несколько коллег пришли проверить. Убедившись, что это человеческая нога и на ней нет туфли, они немедленно позвонили в полицию, чтобы сообщить о происшествии. Полиция попыталась вытащить тело, но труба унитаза была слишком узкой, и им не удалось это сделать. Поэтому они привлекли экскаватор для раскопки всей системы труб и нарезали трубы, чтобы извлечь тело. После того, как тело было извлечено, они подтвердили, что жертва мужчина. Странная поза смерти, ноги и руки скрючены, лежит на спине в форме буквы «Ю», нижняя часть тела в штанах, верхняя часть голая, в руках сжата аккуратно сложенная рубашка. Голова жертвы была направлена к унитазу, как будто он был застигнут врасплох. Долгое пребывание тела в воде затруднило процесс очистки. После того, как тело было очищено, жертва была опознана как Наюки Кана, 26 лет, молодой человек, ставший известным в этом районе. Согласно судебно-медицинской экспертизе, жертва умерла 2 дня назад. Причиной смерти стали обморожение и нарушение кровообращения из-за сжатия грудной клетки в узком пространстве. На локтях и коленях были маленькие царапины, но серьезных травм или признаков убийства не обнаружено. Полиция пришла к выводу, что смерть является необычной, но нет доказательств убийства. По их мнению, жертва умерла из-за попытки следить за женщинами в туалете. Дело было быстро закрыто, несмотря на то, что осталось много нерешенных вопросов. Хотя полиция расценила это как несчастный случай, отец жертвы и жители деревни не согласились с таким мнением. Наюки Кано был известен как многообещающий молодой человек. Он работал менеджером по бизнесу в компании по обслуживанию атомной электростанции Фукусима. Кроме основной работы, он также сочинял музыку, стихи и обладал талантом оратора. Он организовывал развлекательные мероприятия, управлял свадьбами для друзей, а также выступал от имени деревенской школы. С таким образом жизни жители деревни не верили, что он мог быть извращенцем. Было поднято множество вопросов, что привело к организации сбора подписей жителей деревни с просьбой провести повторное расследование. С поддержкой соседних деревень они собрали 4300 подписей в течение 1 месяца после инцидента
и официально подали заявление с требованием возобновить расследование. Жители не верят в результаты расследования полиции, так как в деле есть много нелепых моментов. Во-первых, труба в форме буквы «У» имеет симметричную конструкцию с диаметром 36 сантиметров. Соединение с туалетом в доме имеет только 20 сантиметров в диаметре, что позволяет жертве попасть внутрь только снаружи. Жертва был ростом 174 сантиметра. Согласно исследованию Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, средняя ширина плеч у мужчин в возрасте от 25 до 29 лет составляет 40,4 сантиметра, в то время как диаметр трубы всего 36 сантиметров. Это делает возможность попасть в узкую трубу почти невозможной. Отец жертвы сам собрал систему трубопроводов для проверки. Результаты показали, что он не мог попасть в трубу, независимо от того, был ли он в одежде или нет. Так как же он оказался в этой трубе в таком странном положении? Время происшествия февраль, погода в Фукусиме была очень холодной. 26 февраля, когда он скончался, на земле все еще лежал снег толщиной около 20 сантиметров. В таких условиях внутри водопроводной трубы было еще более влажно и холодно. Еще одно странное обстоятельство заключается в том, что жертва была обнажена по пояс и держала в руках рубашку. Эта поза и действия делают дело еще более загадочным, особенно учитывая суровые температурные условия того времени. Во время судебно-медицинской экспертизы судмедэксперт обнаружил несколько небольших царапин в локтях и коленях. Кроме того, других явных повреждений не было найдено. Это указывает на то, что он мог быть жив, когда залез в трубу и замерз внутри. Если жертва умерла до того, как оказалась в трубе, судебно-медицинский эксперт легко выявил бы причину. Если бы его кто-то насильно запихал в трубу, на теле остались бы явные следы. Однако на теле не было никаких таких признаков, что вызывает множество сомнений. При обнаружении тела жертва не носила обувь. Полиция обследовала трубу и обнаружила один ботинок, затянутый в ней. Это тот самый ботинок, который видела учительница, и было подтверждено, что он принадлежал ему. Второй ботинок был найден на дне реки, далеко от места происшествия. Возникает вопрос, почему два ботинка оказались в двух разных местах, удаленных друг от друга? Это делает дело еще более загадочным. Кроме того, отношения между жертвой и учительницей также привлекают внимание, поскольку они были близки и знакомы с ее парнем. Все трое имели очень хорошие отношения и знали распорядок жизни друг друга. До происшествия учительница была преследована звонками. Жертва и ее парень записали эти звонки и передали их в полицию, а также помогли в расследовании личности преследователя. Тело жертвы было найдено 28 февраля, но он скончался 26 февраля. Последним, кто видел его, был его отец. Утром 24 февраля. Отец рассказал, что он сказал: «Я выйду, чтобы узнать», и с тех пор исчез. 24 февраля совпало с днем похорон императора Сёва в Японии, когда вся страна была на празднике. Учительница попросила отпуск с 24 февраля по 27 февраля, чтобы поехать домой, и поэтому не была в общежитии. Жертва хорошо знала об этом и знала, что она вернется 28 февраля. Невозможно, чтобы он залез в трубу 26 февраля, чтобы просто наблюдать за ней в таких холодных условиях. Идея, что он провел 2 дня в трубе, просто чтобы следить за ней, абсурдна, особенно учитывая, что ее не было там. Когда полиция обыскала территорию вокруг места происшествия, они обнаружили машину жертвы, припаркованную на стоянке рядом с общежитием факультета. Ключ от машины все еще был в замке зажигания, как если бы он временно припарковал машину и собирался вернуться сразу. В противном случае ключ был бы вытащен.
Некоторые задаются вопросом о рассказе учительницы. В условиях вечернего времени, холодной погоды, тусклого освещения в туалете и глубокой ямы под унитазом, как она могла четко увидеть туфлю внизу? Более того, вместо того, чтобы сразу сообщить кому-то, она сама пошла и открыла люк. Действия учительницы были сочтены довольно смелыми и несколько странными. Некоторые сомневались, что она могла быть преступницей, притворившись, что нашла туфлю, чтобы направить всех к делу. Однако полиция не нашла никаких доказательств или мотива, чтобы связать ее с преступлением. Более месяца до происшествия случился инцидент на атомной электростанции Фукусима-Дайичи, где работал пострадавший. Повреждение сварного шва на лопасти насоса для циркуляции в реакторе номер 3 привело к его остановке. Ответственный за инцидент покончил с собой, и этот человек был коллегой пострадавшего. Кроме того, за 10 дней до происшествия в деревне состоялись оживленные выборы главы деревни. Пострадавший был ярким кандидатом, выделяющимся своей ораторской способностью. В тот момент ситуация в Фукусиме была очень напряженной. Жители были разделены по вопросу атомной электростанции. Сторонники считают, что атомная электростанция создаст рабочие места и стимулирует местную экономику, в то время как противники беспокоятся о возможном вреде для здоровья. Глава деревни имеет право принимать важные решения о будущем станции, что сделало выборы еще более напряженными. Возможно, жертва узнала что-то закулисное, связанное с выборами, что и привело к его смерти. Время смерти и возможный мотив могли совпасть, из-за чего это стало самой большой загадкой для местных жителей. Преступление произошло сразу после спорных выборов. Однако ключевой вопрос остается без ответа. Как он мог попасть в трубу при таких размерах и в таком положении? Эта деталь, наряду с другими обстоятельствами, делает дело еще более загадочным, выходящим далеко за рамки обычной случайной смерти. Несмотря на требования сельчан возобновить расследование, полиция отказала, так как не было доказательств того, что это убийство. Без новых улик или зацепок дело было закрыто и забыто. Полиция оставила первоначальный вывод – необычный несчастный случай. Прошло более 30 лет, но многие до сих пор считают, что это была не случайность, а тщательно спланированное убийство. Истину о смерти жертвы, возможно, знал только он сам. И эта тайна навсегда останется неразгаданной. А как насчет вас? Что вы думаете об этом деле? Поделитесь своими догадками и давайте вместе разгадаем скрытые стороны этой истории. До свидания и до новых встреч в следующих загадочных рассказах.